Дорогие друзья, Дуслар, Кадерле Дуслар, рады приветствовать вас в стенах штаба. Многие сегодня пришли первый раз. У нас большая честь. Большое спасибо, что вы пришли. Наверное, сегодня познакомитесь с деятельностью штаба. Сразу подписывайтесь на инстаграм-страницы штаба Татар. Да, там собачка, штаб.татар, так называется, да? И на социальные сети, ну, наверное, в Телеграме можете тоже подписаться, чтобы быть в курсе последних событий. Уверен, что вам сегодня здесь понравится. Надеемся, что если какие-то у вас будут вопросы, можете обращаться к Гульнаре. Ко мне лучше не обращаться. Вот. Гульнар немножко расскажет вам о деятельности штаба. Деятельность штаба очень обширная, касается религиозных мероприятий, национальных, и поэтому мы призываем вас принимать участие в этих мероприятиях. И Гульнар поподробнее чуть расскажет. Хайрлы кич, Кадерле Дуслар, да, как Ильдар сказал, у нас сегодня очень много новичков, и мы постарались сегодня собрать людей, которые не были у нас еще в штабе, и как раз познакомить с деятельностью штаба. Штаб Татар уже создан в 1997 году, и ему 25 лет в этом году, это круглая дата. Будем отмечать целый год от начала до конца, у нас грандиозные планы. У нас очень много разных групп, на самом деле в Телеграме, да, вы знаете, наверное, большая самая группа — это штаб Татар и Башкир Москвы, там больше 1500 человек уже. Вот, и, как Ильдар сказал, призываем вас, на самом деле, к активности. Эти встречи проходят для вас, для объединения татар и башкир в Москве, и для того, чтобы мы вместе друг другу также помогали. А Москва большая, чтобы все... Не резиновая? Резиновая. Резиновая, да. И для того, чтобы вы все вместе культурно проводили мероприятия, и не только. У нас очень много разных активностей, очень много клубов, такие клубы, как Гиппократ, медицинский клуб, да, у нас там сегодня тоже есть представители этого клуба. Например, вчера прошел у нас офицерский клуб, встреча юристов, адвокатов и людей из этой области. То есть у нас тоже есть подразделения, потому что на самом деле татар реально очень много в Москве, и все из разных областей. У нас также есть активности, чат в Телеграме, если кто не знает, «Покатушки» называется. Почему мы его так назвали? Потому что мы там обсуждаем разные активности в плане того, чтобы вместе собраться и куда-нибудь поехать, отдохнуть, покататься на чем-нибудь. Вот, например, сегодня у нас большое количество людей поехали отдыхать в Сарачаны, сняли большой дом, вместе проводят выходные, там порядка 15 человек, и катаются кто на лыжах, кто на сноуборде. Всем мы передаем привет, потому что там на самом деле очень много людей. Также кто-то сегодня пришел с кино, да, мальчишки вам расскажут, кто-то там ходил вместе. Из-за этого, вот для этого мы проводим такие встречи объединяющие, чтобы вы также сами вместе собирались куда-то и ходили на другие мероприятия, но также вместе, потому что Москва очень многонациональная, здесь очень много людей, численность там Москвы порядка там даже... 14 миллионов сейчас. Мне кажется, даже все 20. Побольше, да, сейчас с мигрантами. Да, из-за этого вот есть такой штаб татар Москвы, который создан для того, чтобы вот здесь как раз-таки соединялись татары и башкиры в Москве. Такой островок Татарстана в Москве, можно сказать, если... Да. Сегодня у нас такой музыкальный, милли, национальный, благотворительный вечер. Вы знаете, то, что мы очень проводим много разных благотворительных мероприятий. Раньше выезжали детские дома выходные, вот Дамир Мусин подскажет, да, мы вместе ездим в Калугу, у нас там есть детский дом наш любимый, который мы часто очень посещаем. Наш любимый директор нас всегда так радостно встречает, но сейчас, так как время такое очень, наверное, нелегкое, не все детские дома готовы принять, мы там проводим время с детьми тоже, и сейчас тоже вот решили собрать денежку и как бы отправить на благие дела. Тоже там призываем вас участвовать в благих делах наших вместе, совместно. Также у нас в штабе мы в 2021 году, самое крупное событие, которое было у нас, это мы издали свою книгу «Уз-Жиримда Усталем» называется. Собрали там самые интересные факты о татарах, стихотворений, разные выступления очень известных людей, которые там описаны здесь. Также у кого еще нет, рекомендуем почитать. Там есть и на татарском, и на русском языке.
И в этом году мы выпустили новый календарь на 2022 год. Всем участникам сегодняшней встречи обязательно мы подарим вам этот календарь. Это хорошая новость. Да, почаще вспоминайте о штабе. Не зря пришли. Выкладывайте. Мы очень любим вашу активность, когда вы выкладываете в Инстаграме пометку о штабе татар. Конечно же, очень приятно, чтобы другие люди тоже знали о активностях штаба, о том, что есть такое татарское сообщество в Москве, и чтобы тоже присоединялись, потому что по факту вот реально очень много людей пишут в директе и присоединяются к нам. У нас сегодня есть люди, которые первый раз к нам в гости пришли. Мы хотим познакомиться. Я родом из Башкирии, город Салават. Работаю тоже в сфере IT, тоже из Башкирии, да? Да. В сфере IT, интересы языки, испанский, английский. У нас Ильдар очень хорошо знает испанский. Да, я учусь какое-то время в Испании, поэтому какие-то, если у вас есть интересы с испанским языком, можем с вами связаться, как-нибудь вместе скоординироваться. По образованию юрист, преподаю танцы и веду спортивные программы, то есть там групповые тренировки. Большое огромное спасибо, Гульнара, за то, что пригласил. Мне здесь очень нравится, это очень круто. Меня зовут Руслан, мне 33 года, я коренной москвич, я не имею корней, так скажем, где-либо там. Первое образование у меня в ГИК, университет кинематографии, и потом РАНХИКС. Какое-то время учился в Германии и аспирантура МГУ Ломоносова по политологии. Работаю в правительстве Московской области. Хобби любое, все, за что куда приглашают, я очень активный в этом плане человек. Мне все всегда очень интересно. Всем привет, зовут Аня, работаю в сфере недвижимости по хобби. Все активные, лыжи, спорт, в общем, все, что связано с этим. Интересуюсь больше сейчас в данный момент, изучаю диетологию, нутрициологию. И, в принципе, сколько лет? Надо говорить, да? Нет, не обязательно. Всем привет, меня зовут Камила, мне 22 года. Я коренная москвичка, но корни нижегородские, деревня Чембелей. Я занимаюсь сейчас сборкой украшений, работаю в студии дизайнерских украшений. Также занимаюсь музыкой, пишу треки, выкладываю на площадке, занимаюсь вокалом, пою сейчас, наверное, религиозном коллективе в Татарском культурном центре. Меня зовут Семен Вилье. Я родом из Казани, работаю аналитиком. У меня есть интересное хобби, я веду звуковые практики, групповые, индивидуальные. Всем привет, меня зовут Римма, я родом из Набережных Челнов, занимаюсь тендерами, госзакупками, также продаю на маркетплейсах, если у кого-то какие-то есть вопросы, то могу помочь. Также снимаю ТикТок, если кто-то хочет совместно снять, тоже можете обращаться. Я дружелюбная, добрая, не замужем, в активном поиске сейчас, и детей нет. Всем привет, меня зовут Карина, сегодня я в первый раз, родом я из Казахстана, из города Алматы. В Казани прожила последние 7 лет, недавно переехала из Казани в Москву по работе, работаю юристом. По хобби, на самом деле, оно разнообразное. Люблю танцевать, занимаюсь спортом. В свободное время путешествую. Всем привет, меня зовут Гузель, я родом из Кукмара, город Татарстан, жила 7 лет в Казани, переехала буквально месяца 2 назад в Москву. Мне 23 года, работаю фармацевтом. Из хобби люблю читать, люблю гвоздистояние, люблю спорт, бег в основном. И в целом все. Всем салям, меня зовут Ренат, я родился в Москве, корни нижегородские, работаю фотографом. Если у кого-то есть красивые помещения, необычные помещения, одежда, можем сделать коллаборацию, пофотографировать могу. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Занимаюсь спортом, большой теннис, футбол, немножко лыжи. В целом все. 32 года. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ленар, мне 31 год. Закончил педагогический, юридический. Работаю, правда, в транспортной сфере. Путешествую. В основном, конечно, сейчас в последнее время только работа. То есть у меня так.
Меня зовут Гюзель. Я врач-аллерголог-иммунолог. Я родилась в Киеве, затем я жила в Башкирии, в Уфе, и уже достаточно давно я живу в Москве. Сейчас у меня основной упор по науке – это иммунология. Я доучиваю или вспоминаю и учу татарский в Умарте. Вот. У наших друзей, наверное, так можно сказать, да? Можете прорекламировать, тоже сказать. Да, ну про них, наверное, многие знают. Да, обязательно. Всем привет, меня зовут Руслан, я живу в Москве, 31 год, работаю инженером-конструктором. Все. Меня зовут Ленар. Я занимаюсь продажей тренажеров спортивных, магазин тренажеров, поэтому кому нужно обращаться. Психологией занимаюсь, кому нужно обращаться. Вот, хобби. Хобби много разных, йога, на гвоздях стою, кстати. Бегаю, плаваю, фитнес. Сколько лет стоишь на гвоздях? Начинаешь давно. А можно сделать здесь мастер-класс, допустим, что? Давайте, да, я ну да, согласована. У меня есть гвозди, я принесу, да. Одни. И будем падать. Один гвоздь. Один гвоздь. У меня две пары, вот же еще. Я гвоздь тоже продаю. Поэтому можно организовать. Всем привет, меня зовут Камиль, работаю аналитиком. Мы играем в мафию, в антикафе, около метро Алексеевская. А что за кафе? Антикафе называется «Проспект». То собираемся, играем. Это игра такая? Да. Меня зовут Лиана, мне 25 лет, работаю в металлургической компании, помощником главного инженера проекта. Увлекаюсь танцами, хожу на вечеринки Рахат. Сейчас минутка рекламы. Давай. Ну, ссылка внизу. Да, подписывайтесь. Так как я сказала, что ну, основной костяк парней из татар-мафии организовали такую, как бы, еще одну организацию, которая... Это не организация. А что, группировка? Которые постоянно устраивают для нас классные вечеринки в лофтах. Так что приглашаем всех, приходите. Всем привет, меня зовут Лилия, я сестра-анестезист, работаю в реанимационном отделении. Защищаю диплом сейчас в феврале, буду психологом. Что, сестра? Сестра-анестезист, ну ты что, не знаешь, что ли? Да. Вот. Занимаюсь активно спортом, люблю всякие активности, но не всегда позволяет, конечно, время. Рада всем, всех приветствовать. Я заболталась, ну ладно. Меня зовут Камила, я врач из Казани. Мне 28 лет. Занимаюсь на данный момент иголками, рефлексотерапией, тибетской медицина. Так что мы можем организовать, да, гвозди, иголки, там, что-нибудь, да. Увлекаюсь музыкой, играю немножко на укулеле, люблю петь. Много лет занималась хоровым пением. Вот сейчас я еще увлекаюсь бачатой. Вот, так что я забыла такая бачату сказать. Да, у нас вот еще. Я тоже на бачату. Да, так что, если что, да. Меня зовут Ратмир, меня Ратмир. Молодец, давай до дождя тогда. Я приехал, я родом из Салавата. Ого, неожиданно. Вот, в Питере отучился, приехал сюда работать и работаю в IT, из увлечений туризм, путешествия. Я сам музыкант, баянист, родом из Башкирии, город Сибай. Вот. Сегодня, так что я ваш такой патимейкер, битмейкер. Будем вместе сидеть, отдыхать, веселиться, петь, и все будет супер. Вот. Всем салям, я Гульнара, родом из Чувашии, училась в Казани на педагога, здесь занимаюсь ногтями, арендую кабинет, так что подписывайтесь, приходите. Да. Хобби. Мальчики, да, кстати, тоже ухаживайте за собой. Что мне интересно? Интересен горнолыжный спорт, рисую. Добрый вечер, меня зовут Ринат. Я родился в Ташкенте, вырос там. Вот последние 5 лет живу в Москве, работаю программистом. Все, в принципе, из увлечений, ну, в футбол играю, вот, ну, последние полгода не играю из-за травмы, но скоро собираюсь вернуться. Всем привет, меня зовут Тимур, я занимаюсь сейчас недвижимостью. Мое любимое хобби, многие меня здесь знают, это организация мероприятий. Татар-Рахат – это не организация, это команда организаторов, ребят, которые занимаются различными мероприятиями. Поэтому подписывайтесь на штаб Татар, на страницу в инстаграме Рахата. Мы проводим различные мероприятия. Скоро будет крутое движение по 8 марта, по 23 февраля. Там
Может быть, что-то по 14-му придумаем. Поэтому, да, давайте подписывайтесь. Всем салям. Меня зовут Рулина Диляра. Я родом из прекрасного Геленджика. Да. Южная девушка. Занимаюсь я HR, занимаюсь продвижением и поиском кандидатов, продвижением бренда работодателя, поэтому если у кого-то проблемы с резюме или помочь его составить, или пройти собеседование, welcome. Лале квартет. Образовались мы уже скоро будет 5 лет назад. Изначально наша целевая аудитория, предполагаемая, были тюркские народы общие. Мы хотели играть музыку тюркских народов, собирать по крупицам шедевры различных песен, но в итоге решили остановиться именно как этническая направленность. У нас сейчас основное направление – это татарская музыка, обработки татарских народных песен, композиторские сочинения. В 2018 году мы открывали церемонию награждения творческих проектов «Харякет» 2018 года и стали лауреатом конкурса «Яңа Тауышлар Харякет». Это было интернет-голосование, то есть приз зрительских симпатий. Выступали мы на различных сценах, на различных мероприятиях в Татарском культурном центре. В штабе «Татар» это буквально наш дом, я бы сказала. В штабе «Татар» произошло огромное количество наших премьер. То есть это площадка, на которой мы пробуем новые произведения. И по реакции можно понять, вообще стоит включать это произведение в репертуар или лучше его убрать. Сегодня у нас будет программа небольшая, одна премьера состоится сегодня. У нас девиз «Не концерта без премьер», то есть каждый концерт мы обязательно играем что-то новое. Или нужно объявить? Это «Эпипе». Следующее произведение «Фокстрот» из спектакля «Женихи» Сары Садыковой.
Так, встречайте. Айбалбала, первое исполнение.